Вчера покупали в Европе, а сегодня все больше у нас. Это слова Владимира Путина, сказанные во время российской энергетической недели, которая проводилась с 15 по 17 октября. Ее слоган звучит так: «Создавая энергетику будущего вместе». И он подтверждает международный статус форума. В мероприятиях приняли участие главы правительств и министерств, руководители ведущих компаний, эксперты и аналитики из 85 стран. Среди них, например, генеральный секретарь ОПЕК и министр энергетики Саудовской Аравии. Всего около 7 тысяч делегатов. Это говорит лишь об одном: как бы ни пытались на Западе изолировать нашу страну, реализовать этот план не получилось. Это форум, которому можно доверять, важный для стран Африки. Все вопросы, касающиеся энергетики, особенно цифровые подстанции, искусственный интеллект. Если продолжать разговор о международном статусе форума, то стоит просто взглянуть на список основных спикеров. Среди них много иностранных участников. А вот, например, российские регионы представили только глава Якутии Айсен Николаев, мэр Москвы Сергей Собянин и раис Татарстана Рустам Минниханов. Но главным, конечно, докладчиком стал президент нашей страны Владимир Путин. Во время пленарного заседания он отметил, что Россия сохраняет лидирующие позиции на мировом энергетическом рынке. И это несмотря на все вызовы и бесконечные санкции Запада, который сегодня сам оказался заложником своих же решений. Многие европейские, например, страны под политическим давлением отказались от покупки российских энергоносителей. Уже отмечал, к чему ведет такой отказ для самих западных государств и для их экономического производственного потенциала. Последствия этих действий мы наблюдаем в том же Евросоюзе, включая падение оборотов промышленности, рост цен из-за более дорогих заокеанских нефти и газа, снижение конкурентоспособности европейских товаров, экономики в целом. Но на форуме не заостряли внимание на проблемах европейцев. Главная тема – это перестройка рынка энергетики в сторону глобального юга, динамичных стран Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки, Латинской Америки. А это новые маршруты, хабы, порты, которые нужно строить и обслуживать. И сегодня российские технологии в этих сферах одни из лучших в мире. Наши инженеры и конструкторы доказали, они во многом опережают западных производителей. А наши специалисты наращивают и становятся технологическими лидерами, потому что собственный рынок позволяет производить продукцию на хорошем рентабельном уровне. И появляются партнеры во всем мире, которые сегодня закупают это оборудование уже у российских компаний. Вчера покупали в Европе, а сегодня все больше и больше у нас. И так будет развиваться этот процесс дальше. На площадках форума говорили и о развитии энергетики в регионах России. Без доступной энергии невозможно создавать новые производства. Причем эта отрасль вбирает в себя самые разные сферы. Это и технологии, инвестиции, образование. Особое внимание президент уделил в этом плане перспективам Дальнего Востока. В сентябре на совещании во Владивостоке мы говорили о составлении топливно-энергетического баланса для Дальневосточного федерального округа Российской Федерации. Этот системный документ учитывает для каждого региона оптимальные источники энергии: уголь, газ, мазут, водные ресурсы. Задает долгосрочные объемы предложения энергоресурсов на Дальнем Востоке. По данным экспертов, на Дальнем Востоке ощущается дефицит энергетических мощностей. С этим сталкиваются инвесторы. Благодаря поддержке президента и федерального правительства в нашей республике сегодня строится несколько крупных электростанций общей мощностью более 2 гигаватт. Это крупнейшие объекты в Южной и Западной Якутии. На последнем совете Дальневосточного округа впервые было озвучено решение о реализации проекта по строительству Канкунской ГЭС. Это проект еще с советских времен разрабатывался. Несколько раз к снаряду подходили, но в силу разных причин станция не построена. А сейчас компания «Эльга» выступила с инициативой за счет частных инвестиций в достаточно короткие сжатые сроки построить этот объект.
мощностью 1 гигаватт. Более того, они сейчас рассматривают как раз возможность реализации всего проекта каскада южно-якутских гидроэлектростанций, который теоретически может достигать и 10 гигаватт, который, конечно же, полностью закроет дефицит электроэнергии не только для Якутии, но и для всего Дальнего Востока. Мы действительно очень надеемся на реализацию проекта «Канкунская ГЭС», и мы окажем всю всемирную помощь, которая необходима, потому что энергии нет, и вот как раз предложение построить новую чистую генерацию для нас крайне важно. Еще одна важная тема – это развитие атомной энергетики. По данным специалистов, к 2050 году мощность мировых АЭС вырастет почти вдвое. И наша страна в лидирующих позициях и здесь. В Якутии, например, сейчас строится атомная станция малой мощности в Устьянском районе. Она призвана обеспечить энергоснабжение Кучуского кластера месторождений твердых полезных ископаемых. В России на горизонте 1,5 десятков лет запланирован ввод более 29 гигаватт мощности атомных электростанций, включая малые АЭС. А малые АЭС пока, кроме нас, никто и не строит. Так, планы есть, но реально на практике ничего в мире не происходит. Только у нас это делается. Атомная генерация появится у нас и на Дальнем Востоке, и в Сибири. Отмечу, что ядерной энергетике отводится важная роль в снабжении потребителей, роль которых в перспективе должна кардинально возрасти. В рамках энергетической недели прошло заседание комиссии Госсовета по энергетике, который возглавляет Айсен Николаев. Главной его темой стал проект федерального закона о содействии инфраструктурному развитию и повышению эффективности управления в сфере электроэнергетики, который должен способствовать как раз появлению в стране новых объектов энергетики. Все мы понимаем, и вот как раз на Российской энергетической неделе много об этом говорилось, о огромном количестве мощностей, по масштабам нашей страны, которые должны быть построены до 1942 года. Еще раз напомню, 88 гигаватт мощности, на которые необходимо порядка 44 триллионов рублей, по оценкам экспертного сообщества. И вот как привлечь эти деньги, каким образом их направить на объекты инфраструктуры энергетической, каким образом уйти от излишних административных барьеров при появлении новых объектов энергетики. Это вот как раз предмет нового закона, который сегодня Минэнерго подготовлен. Еще одна важная тема энергетической недели – это газовая отрасль. Здесь тоже есть успехи, даже несмотря на западные ограничения. Мы наращиваем внутреннее потребление, что чрезвычайно важно. В том числе на газохимических предприятиях, которые строятся в Поволжье, в Сибири, на Дальнем Востоке России. Увеличиваем снабжение голубым топливом наших городов и поселков. Для этого только за последние 5 лет проложено около 100 тысяч километров сетей газораспределения. В результате уровень газификации в России приближается к 75%. И, безусловно, будет расти дальше. В продолжении этих слов президента переместимся в Петербург на газовый форум, который состоялся в начале октября. В его рамках в режиме телемоста дали пуск газа в регионы России. В Якутии голубое топливо пришло в село Ломтука, Медино-Кангаласского улуса. Церемонию посетила Айсена Бурнашова. Этого дня ждали в Петербурге на форуме волнительно по-особенному. Все объекты готовы к пуску газа, проверены. Ждали и в регионах с шарами и флагами по-праздничному. Контрольная проверка связи. К нам по видеосвязи подключены 25 регионов нашей страны. И звучат самые важные слова по обе стороны экрана. Разрешите приступить к вводу в эксплуатацию объектов и подачу природного газа. Разрешаю. Приступайте, коллеги. Секунда в секунду одновременно в 25 регионов страны пришел газ. Среди них Татарстан, Алтай, Ростовская и Ярославльская области. В Якутии село Ломтука. Здесь возможность подключиться к голубому топливу получили жители более 200 домов.
Мы мероприятиями по газификации Ломтука занимаемся второй год, потому что в прошлом году был построен межпоселковый газопровод, а в этом году это внутрипоселковые сети. Идет газификация домовладений, связанная с социальной газификацией, которая реализуется у нас совместно с компанией «Газпромом» по поручению президента страны. Вместе с якутянами сегодня в разных уголках страны еще 4000 российских семей получили возможность подключения к газу. А еще школы, детские сады, медучреждения, предприятия. Программа газификации регионов стартовала в 2021-м. Ее итоги на газовом форуме подвел министр энергетики страны Сергей Цивилев. «Газпром», регионы выполнили колоссальную работу. Построено более 92 тысяч газопроводов. Около 2000 населенных пунктов, а точнее, по-моему, 1974 населенных пункта получили газ. Это тепло в дома, но прежде всего это тепло в школы, в больницы, в ФАПы. Работа по газификации будет продолжена. Впереди второй этап программы. Он стартует в 2026 и продлится до 2030 года. Тепло должно быть в каждом российском доме. Президентом Российской Федерации поставлена задача к 2030 году обеспечить 100% техническую газификацию природным газом. Абсолютно точно эта цель к 2030 году будет достигнута. Там же, в Петербурге, Якутия и «Газпром» подписали программу развития газоснабжения и газификации республики на новый 5-летний срок – до 2030 года. Госкорпорация работает над газификацией южных районов Якутии. Основой для подачи сетевого газа станет газопровод «Сила Сибири». Так будут проложены межпоселковые и внутрипоселковые трубопроводы к городу Алдан и селам Алданского и Нюрюнгринского районов. В Алекпинском районе компания газифицирует 16 сел. 27 населенных пунктов Якутии будут газифицированы до 2030 года. И, конечно же, это повышение качества жизни для десятков тысяч людей, которые живут вдоль газопровода «Силы Сибири» в первую очередь. И, конечно же, хочу сказать, что вот благодаря программе газификации, которая сейчас вот как раз реализуется, у нас уже 10 тысяч домов пришел газ. Российская энергетическая неделя традиционно завершилась молодежным днем. В рамках различных мероприятий молодые представители отрасли лично задавали вопросы руководителям предприятий, а также презентовали инициативы и результаты уже своей работы. И вполне вероятно, что через несколько лет они станут уже полноценными участниками мира энергетики, такого важного для будущего всех стран. Максим Кардозу, Айсана Бурнашова, Виктор Олесов, Москва, Санкт-Петербург.